В марте 2016 года Барак Обама неожиданно объявил, что по окончании своих президентских полномочий намерен остаться в Вашингтоне, пока его младшая дочь не закончит школу. Саша Обама предположительно закончит школу в 2019 году. Многие считают, что со стороны президента Обамы это героический поступок – остаться в Вашингтоне на этот срок. Ведь этот дом в фешенебельном районе Колорама всегда будет осаждаться репортерами и просто любопытными. Впрочем, говорят, что улицу, на которой находится будущий дом Обамы, перекроют, а сам район будет охраняться с особым вниманием. Жители района по-разному относятся к переменам. Здесь много магазинов, много культурных заведений. Я думаю, им будет легко здесь. Я думаю, это не всем понравится, ведь тут будет все время полно полиции. У нас тут бывают милые и смешные мероприятия на собачьей площадке. Может, семья Обамы захочет к нам присоединиться? Но это не совсем собачья площадка, просто маленький парк неподалеку. Частенько в пятницу вечером кто-нибудь приносит бутылочку вина. Собаки играют, а их хозяева общаются друг с другом. Колорама не только очаровательный, но и исторически значимый район, и цены на недвижимость здесь соответствующие. Этот дом оценивается в приблизительно $6 миллионов. Семья президента будет снимать его за 22 тысячи в месяц. Обаме придется экономить на многом, чтобы позволить себе здесь жить. Впрочем, скорее всего, пожизненная пенсия экс-президента не станет единственным источником дохода семьи, ведь мистер Обама вовсе не намерен сидеть сложа руки. Чем же заняться после окончания своих полномочий в Белом доме высокоэрудированному и полному энергии экс-президенту США? Судя по этому шуточному видео, Обама и сам несколько растерялся в преддверии жизни вне стен Белого дома. Что я буду делать в Вашингтоне следующие 2 года? В видеоролике Обама совсем не знает, чем ему заняться. На самом деле, у него уже много идей, предложений и возможностей. Президент неоднократно заявлял, что планирует выступать с лекциями. Еще одним приятным и интересным способом зарабатывать деньги для Обамы могут стать инвестиции в инновационные технологические компании. В интервью финансовому новостному гиганту Bloomberg Обама поделился, что планирует заняться подобными капиталовложениями. Также президент собирается продолжить заниматься своей социальной программой, в рамках которой молодые афроамериканцы и испаноязычные американцы получают финансовую помощь, способствующую их профессиональному развитию. Возможно, находясь в Вашингтоне, Обама захочет помогать советам новому президенту. А может быть, вернется к карьере профессора права. И, конечно, книги. Ведь свою первую автобиографическую повесть «Мечты моего отца» Барак Обама написал задолго до президентства, в 1995 году. А еще вполне возможно, что Барак Обама станет владельцем или совладельцем одной из профессиональных баскетбольных команд. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнес сообщил об этом в ходе одного из официальных брифингов с большим количеством оговорок. Потенциально, если будет такая возможность, при правильных обстоятельствах. Эта тема также обыграна в шуточном видео Белого дома. Это команда Washington Wizards. Не нужен ли вам ассистент тренера? А что, если я скажу вам, что тренировал команду моей дочери уже несколько раз? Алло! Чем бы ни решил заняться будущий экс-президент США, его жизнь в Вашингтоне обещает быть насыщенной и совсем не скучной. Ведь именно в этом городе он приобрел новый опыт и новых верных друзей. Какие смотрятся лучше? Эти или вот эти? Они одинаковые, Джо. Маша Мортон, Светлана Прудовская, Михаил Мисурадзе. Настоящее время. Америка. Вашингтон.